Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Безграничные горизонты для сотрудничества. Это близко к Ирану, намного ближе, чем многие направления, которые иранцы ездят туда отдыхать. Гости из Ирана оценили туристический потенциал Чеченской Республики. Расскажем о впечатлениях. Богоугодное дело. Участие приняли 120 воспитанников из разных религиозных учреждений региона. В Ахмат-Юрте прошел республиканский конкурс чтецов Корана, приуроченный памяти Зелимхана Кадырова. Поделимся именами победителей. Выдающиеся личности ислама в истории России. О вкладе мусульман в разные сферы жизнедеятельности России обсуждали на конференции в Грозном. Медина Мударова с подробностями. В Ахмат-Юрте прошел республиканский конкурс чтецов Корана, приуроченный памяти Зелимхана Кадырова. Участие в нем приняли более 100 муталимов региона. Всего было 3 номинации. На торжественном мероприятии побывала моя коллега. Об итогах соревнования расскажет Мадина Кураева. Конкурс в школе хафизов имени Зелимхана Кадырова проводится впервые. Участие приняли 120 воспитанников из разных религиозных учреждений региона. Всего было 3 номинации. Это полный Коран, 15 джузов и 10 джузов. Конкурс проходил в формате «Вопрос и ответ». В составе жюри были преподаватели и выпускники школ хафизов. До республиканского финала состоялся отборочный этап, допустили только самых лучших. Уровень был очень высоким, конкуренция сильная. Только номинации «Полный Коран» у нас было 18 участников. 15 джузов у нас было около 30 и 10 джузов было более 50. Этот конкурс особен еще тем, что в нем были участники, которые раньше не были на предыдущих конкурсах. Получается, сегодня у нас уже есть конкурсанты, которые, можем сказать, новички в этом деле, и уровень у них был очень высокий. На торжественное событие, где подводятся итоги, собрались известные религиозные деятели, участники конкурса и гости из соседней республики Дагестан. Мероприятие началось с прекрасного чтения суры Священного Корана. Присутствующие поделились воспоминаниями из прошлого, когда в республике не было условий для изучения религии, как обучались первые хафизы региона. القرآن يحوي بولش بولميزم ويدي القرآن ويديش لردر دائما سبرخ بيكش تير بول ويديش دوش خزنوين شير القرآن تاع نخسر ده كيف ما تسيع نخسر يحقي نابات يحغير نابات القرآن مش دو دحو درتي بوش يتصدق القرآن شيح دعنا ويديش تندل القرآن بيركته دار مونح В ходе мероприятия наградили грамотами и преподавателей по изучению Священного Корана. Здесь же объявили призеров республиканского конкурса памяти Зелимхана Кадырова. В каждой номинации по 3 победителя. Для каждого региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова подготовил ценные подарки. Занявший первое место в республиканском конкурсе чтецов Священного Корана памяти Зелимхана Кадырова в номинации «Полный Коран». Главный приз «Автомобиль» забрал Селимханов Магомед. Он занял первое место в номинации «Полный Коран». Священное писание парень выучил за 1 год и 8 месяцев. Окончил эту же школу. Искренняя любовь к религии всегда помогает ему, признается хафиз. شازله تعافي شكولنا يحكم بو
سيدانا تاشين خزايتا سهازيتشو بتشع رمزانو وشهر كونكورس شويتشو وقعتون مصوم لا توشدو يا مالا دعويجا مربوه مسانا ليلوشانا. Стоит отметить, что данная школа хафизов является первой в регионе. Здесь созданы все условия для изучения Корана. Прошли обучение десятки молодых людей. Хранители священного писания данного учреждения становятся победителями не только региональных, но и всероссийских конкурсов. إيش طبعاً كونكورس هذه صوت شا شو مجرى ماشي يلقى كوادرسيكل شيش إيش صوتش تلا كونكورس قوسم بويتر برا ألا هالحجر شيء تأرخ يوش ولا زي لما يتأرخ يا لوش سونا إيش تا عامل حاجينا تان قرآن ديش تان مال بدرسي إيش تبوخ ديش إيش تايا حوارة دايلا إيه تمسي ميلا بير استيموليوش حق صوتشنا هيتسالشلا. Подобные конкурсы проводятся на регулярной основе. Вопросу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Чеченской Республики уделяется особое внимание. На сегодняшний день в регионе хафизами стали более 2000 человек. Построено свыше 400 медресе и функционирует 7 школ хафизов. Мадина Кураева, Моусар Хаджиев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В селении Харачое провели обряд жертвоприношения памяти национальных героев Чеченской Республики, приуроченное к 110-летию годовщине гибели Абрека Зелимхана. Харачоевского на мероприятии собрались старейшины и местные жители. Далее в нашем сюжете. Нашей съемочной группе удалось увидеть неописуемо прекрасные виды. Высоко в горах Харчо-Ирзи, в местечке под названием Хехнешка, где с самого утра собрались те, кто так или иначе имел отношение к предстоящему событию. Палатки уже установлены, разводятся костры, нарезается мясо, привезли воду. Подготовка к обряду идет полным ходом. Сегодня в Харачое проходит обряд жертвоприношения памяти Абрека Зелимхана Харачоевского. Сегодня 110-я годовщина. Существует в чеченском языке не то что пословица, поговорка такая. Юрт сида, рейон сида, мех сида. Вот Зелимхан был из этого ряда. Первые имена навскидку Тайми Биболт, так называемый «Гроза Кавказа», который воспевался и Пушкиным. Это и шейх Мансур. Это, если взять из современников, Руслан Хасбулатов, кстати, выходец из этого села. Очень показательно и символично то, что вот это мероприятие проходит памяти всех героев Отечества. Глава сельского поселения Харачой Махруди Тимирбулатов раскрыл для нас некоторые организационные моменты. Išla Ukraina doć singatamna, išla kenti belčan gestar, dio bisnaš mogš lijele tar dio dalmala. Išta ja al šojolš uške doitan, sondere sa la, oj pačana, har yurt jo lamča, khal adam dayax, khal mettik yere, tam oj pačah, ba'na vetin del purban, tsu masu husmi kukqaçayn. Gaz yo, svet yo, masuma do neqbu, yok merşo, yok qastin, oqta doq daqlatsa. İbragimo turpa yok, yok yürtera uş avani aşu, aqçe kamerşo sotan guşa yaqi. Aqta baxkin hayşi masarna quzedaq melaçın deres xilala la. Dalmala işte haruman şoyuş ştuş, hoş qiyet, marzu xil gergerlo xil. Важность любви к родине, бережного отношения к историческому наследию нашего народа подчеркнул заместитель председателя Конституционного совета Хасмагомед Дениев. Мы очень малочисленный народ. Как Кишихаш сказал, нас мало, чеченцев. Чтобы не было у нас трагических событий, как у Зелимхана Харачоевского, мы тоже должны быть один народ. Один чеченский народ. Не ламрой, не теркистой, не равнинные, не тейпы, не вирды, а один чеченский народ. И счастье чеченского народа Ахмад Хаджис Мабахар
Это единственное в России, за которую он отдал жизнь. О значении подобных мероприятий сказал один из организаторов. دقيقة زياقن شخان شوح شيء داق زلنا شيء تيبن إرسلنا هو تيبن بعشر ياق تيتن غازوة داخل قلخن هو وزي سيلا والجدال سن غازوة قبل دويل داقتان هرسا داق قربارن وين مخاءر وين مخ تحدقو تربل غوي خلق قون غوي خلق مسيت بعشر شكحدين ويسي وين وقت الله ويقوم يحلر يش شيء سنوش دعد الغازوة يعبلك انتي. Участники мероприятия, собравшиеся здесь, принадлежали к разным поколениям. Кто-то к старшему, кто-то к молодому. А также здесь были представители самого юного возраста. Объединяло все поколения патриотические чувства и гордость за наших национальных героев. Как и заведено, с мероприятия никто не ушел ненакормленным. А в завершение все желающие смогли насладиться обрядом зикр. Зарета Джамалдинова, Рахман Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская республика. О вкладе мусульман в разные сферы жизнедеятельности России обсуждали на конференции в Грозном. На ней выступили научные и государственные деятели, которые отметили большую роль ислама в развитии страны. Медина Мударова с подробностями. В России последователи ислама проживают практически во всех субъектах страны и принадлежат к 40 различным этносам. Они компактно расселились на Северном Кавказе, Поволжье, Урале и Западной Сибири. Регионы всегда сотрудничают, организовывая совместные мероприятия. Всероссийская научно-практическая конференция «Патриотическое служение мусульман России. Прошлое и настоящее» прошла в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи Кишиева. Проведение подобной конференции – важное событие не только для Чеченской республики, но и всей России. Многие годы исламское образование в стране не развивалось. Право на него пришлось добиваться долго. Теперь оно имеет государственную аккредитацию, благодаря чему могут работать специалисты в данном направлении. А подобные конференции этому только способствуют. Здесь собрались общественные, научные и государственные деятели региона и всего Северокавказского федерального округа. Ученые, ректоры, поэты. Мероприятие начал студент первого курса с чтения священного Корана. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Цель конференции – показать, что ислам в России является важной сферой в работе государства и религиозных организаций. Сложно сосчитать, сколько мусульман положительно повлияли на развитие страны. Это представители всех сфер жизни – медицины, образования и так далее. كل زمان جعلنا وشول غير حولها راسي بتشحق جها لق قوانتها زبدة بتشحق شدونا راسي بتشحق عن قوبين دونا هر واحد عواقيات شدون هر سيس زيات بتشحق دونا لق ملا غيات يوهو غيات يكش خندو قد دعوة قاستن دونا أس أوكرانيا بتشحق جها قاست شدويزة أس أوكرانيا بتشحق جها وتسير لحد دعوش بوي بالخ وين دوح البشخ بالبالخ تندل اشتخن دولجو باتشاقلر ير باتشاق عالشير لقتن دوحل باتشاق دول ديش دخوتشن بوجنانيو قاها بوصلنا دق دا لوچبو. Перед собравшимися выступил советник по реализации поддержки исламской культуры, науки и образования в Москве Алексей Петров. Рассказал, какая работа ведется для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, а также отметил заслуги главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в этой сфере. Мы видим, сколько сейчас в интернете, к сожалению, которые невозможно эту сеть заблокировать и как-то оградить от молодых людей, очень много деструктивной информации, фейковой информации, которая несет совершенно другой, противоположный традиционным ценностям, это радикальный характер. И, к сожалению, большое количество молодежи, оно на это ведется. И для того, чтобы этого не допустить, наши уважаемые профессора, ученые разрабатывают и методику, разрабатывают и концепцию, и пытаются всячески
доказать, как можно сохранить, укрепить и развивать наше патриотическое воспитание. Зачитали и приветственное слово от муфтия региона Салаха Хаджимежиева. Вовлечение молодежи во все происходящее в наше непростое и сложное время процессы, формирование у нее активной жизненной позиции на фундаменте религии и общечеловеческих ценностей, неприятие чуждых и навязываемых поведенческих моделей, не имеющих ничего общего с традициями и сформированными веками устоев народу нашей общей Родины России, есть главная задача не только государственных институтов власти, но и нас, представителей региональных организаций гражданского общества. Россия принимает меры для содействия и улучшения условий для мусульманской общины. Ислам в стране продолжает прогрессировать. Строятся мечети, учебные заведения, развивается и халяльная индустрия. Медина Мударова, Магомед Басаев, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доставил гуманитарный груз в Антрацитовскую коррекционную школу-интернат. 28 детей из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили портфели, одежду, игрушки, продукты питания и многое другое. Передал груз начальник медико-санитарной части МВД по Чеченской Республике Рамзан Эльдебиров. Такую поддержку фонд осуществляет на постоянной основе. Хочется выразить благодарность фонду Ахмата Кадырова за то, что сегодняшние гости приехали с добрыми пожеланиями, с доброй душой, с огромными подарками для наших детей. Из числа подарков это и вещи, и сладости, и игрушки, и даже самокаты. Это то есть то, что необходимо для обеспечения беззаботного, полноценного детства. Группа Карлсон спецназа «Ахмат» предоставила неопровержимые факты о ситуации в Клещеевке. Бойцы подготовили видеоматериал, на котором видно, как украинские боевики пытаются безуспешно атаковать это направление. Спецназовцы оперативно отбивают любые атаки вражеских формирований, при этом активно используются дроны. Делегация Российского университета спецназа посетила выставку «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства» в городе Пятигорск. Управление Северо-Кавказского округа в Росгвардии предоставило свои образцы новейшего вооружения и спецтехнику. Большое внимание было приковано и вездеходу багги Чеборс М3, разработанному на базе Российского университета спецназа. В ходе встречи чеченская делегация во главе с Байбетром Вайхановым встретилась с командующим Росгвардии Сергеем Захаровым. Были обговорены некоторые аспекты сотрудничества и взаимодействия, а также обе стороны приняли решение провести следующую выставку в нашем субъекте на территории учебного центра. В Волгограде проходит всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года-2023». Чеченскую республику представляет воспитатель детского сада номер 5 Дики Мадина Минтаева, ставшая победителем регионального этапа. Лучшие представители дошкольного образования страны посетили с экскурсией историко-мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Позже был проведен установочный семинар и жеребьевка испытаний. Уже вечером в Центральном концертном зале города Волгоград состоялось торжественное открытие заключительного этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Закрытие мероприятия запланировано на 27 сентября. За неделю 10 иранских туроператоров ознакомятся с достопримечательностями Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставропольского края в рамках безвизового режима. О насыщенной программе путешествия в нашем субъекте расскажет Адам Магомедов. Первая группа туроператоров из Ирана, приехавшая в рамках безвизового режима, сначала побывала в самых живописных местах Чеченской Республики. Это горы. Гости посетили Ушкалойские башни-близнецы, датируемые 11-12 веками, встроенные в скалу и высотой в 12 метров, а после Нихолоевские водопады. Здесь одновременно могут отдохнуть до 200 человек, 8 деревянных коттеджей со всеми удобствами, а еще 7 беседок и даже баня. Пройдя через горные ущелья и добравшись до конечной точки, можно увидеть самый большой из водопадов высотой 32 метра. С нее вода падает в каменную чашу с глубоким озером. Туристы также смогли посмотреть и попробовать себя в чеченских национальных танцах.
После группа туроператоров посетила всем известный всесезонный курорт Ведучи. Гости ознакомились с инфраструктурой объекта и перспективами его развития. В частности, им рассказали о большой стройке, которая идет на северном склоне. Гостям понравилась экскурсия по комплексу. Очень все красиво, мне очень понравилось. И также мне показали макет, что будет в будущем проект, когда все завершится. Я считаю, это не только для Ирана, для многих других стран, которые близко к этому месту, это будет очень интересно. Уже к вечеру группа приехала в столицу региона и осмотрела главные достопримечательности города. Они отмечают большую схожесть в культуре, традициях и религии между двумя народами. Это может стать ключом к тесному и продуктивному сотрудничеству. Это близко к Ирану, намного ближе, чем многие направления, которые иранцы ездят туда отдыхать. Хочу особо поблагодарить за ваше гостеприимство, потому что один из главных факторов для развития туризма является как раз гостеприимство того народа. Руководство республики ведет масштабную работу по налаживанию взаимоотношений с дружественными странами, проводя множество продуктивных встреч. Это помогает региону развиваться, несмотря на гнет санкций. У председателя правительства Чеченской республики Муслима Магомедовича Хучиева была встреча с представителями Ирана и обсуждался уже вопрос по организации прямого авиасообщения между нашими столицами. Чеченская республика в данном случае могла бы выступить и превратиться в некий хаб, который бы принимал иранских туристов и вообще туристов из Ближнего Востока на весь Северный Кавказ. Безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном возобновился 1 августа 2023 года. В рамках него граждане одной из стран могут посещать другую с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. Адам Магомедов, Саидалиам Пукаев, Вести, Чеченская республика. В мэрии Грозного прошло расширенное совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 205-й годовщины со дня основания Грозного. В нем приняли участие заместители и помощники градоначальника, префекта городских районов, руководители структурных подразделений и подведомственных организаций. Мэр города Грозного Хасмагомед Кадыров в первую очередь затронул вопросы проведения субботников, отметив, что работа по очистке столицы нашей республики в этот период необходимо усилить. В эти дни ожидается большой наплыв гостей со всего мира, поэтому чистота должна быть не только в центре, но и на окраинах, подчеркнул Хасмагомед, чтобы праздник прошел на высшем уровне. В республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант» прошел урок цифры. Его тема – искусственный интеллект в отраслях. Ребятам провели урок цифровой ликбез. Это просветительский проект интерплатформы и некоммерческой организации «Цифровая экономика», проводящаяся при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. В практическом занятии приняли участие школьники с 5 по 8 классы. Мероприятие состоялось из 2 этапов – видеоурок и тренажер на сайте, где учащиеся выполняли задания в виде игр. По итогу все получили электронный сертификат о прохождении урока. У нас очень быстро развивается даже искусственный интеллект в различных отраслях. Это могут быть медицина, строительство, анализ каких-то данных. Суть этого урока заключается в том, чтобы эти дети познали все эти новые профессии и могли в будущем как-то выбрать себе новую профессию и быть в курсе всего нового. В Грозном прошел бизнес-форум для молодежи, на котором предприниматели знакомятся с лучшими практиками, находят партнеров и наставников, обсуждались новые стратегии и методики развития бизнеса. Подробнее в сюжете Рамзана Абуева. О важности клиентоориентированности выступил владелец и основатель бренда Kingsname Мансур Амаев. В лекции он подчеркнул, что клиентский сервис – основное оружие бизнеса в конкурентной борьбе. Именно он позволяет повысить прибыль и удержать покупателей. Вообще, по сути, любой бизнес, он строится для клиентов. И отношение к ним – это залог успеха любого бизнеса. Потому что есть такой стереотип в Чеченской республике, что у нас сервиса нету. И
мне хочется все время его сломать и показать, что действительно есть одно правило – относись к клиентам так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Еще один спикер Алексей Коломыц, эксперт по продажам и маркетингу, лидер по автоматизации и бизнес-процессам в России. В его копилке консультации 15 тысяч предпринимателей, а также совместное выступление с мировым экспертом в области психологии успеха Брайаном Трейси. Мы сегодня будем разбирать то, как каждый предприниматель может свой бизнес развить за 1 год, за 3 года, поставить те планы, которые вы ставили на 10 лет и реализовать их за год. Потому что сегодня здесь самые сильные люди, сегодня здесь самые сильные ресурсы. И сегодня наш разрыв, который здесь сейчас с Чечней и Европой, с Чечней и Россией, мы не просто сокращаем, а мы его будем превышать. Каждый предприниматель, вкладывая свою душу в регион, вкладывая свою душу в бизнес, вкладывая свою нравственность, уважение к людям, формирует свой продукт и услугу. И сегодня я расскажу, как на этой услуге заработать деньги, потому что любой бизнес должен принести ресурсы и должен позволить каждому прорасти и стать крупным, мощным, масштабным предпринимателем. Бизнес-форум для молодежи – это место, где предприниматели знакомятся с лучшими практиками, находят партнеров и наставников. Здесь можно освоить новые стратегии и методики развития, обрести единомышленников. Сегодня у нас проходит первый форум клуба молодых предпринимателей в нашей республике. Мы от Росмолодежи. В нашем клубе всего 65 регионов со всей России, и мы планируем устраивать такие мероприятия. Каждый месяц будем собирать как бизнесменов, так и топ-менеджеров и, конечно же, амбициозную молодежь, для которой будут такие встречи полезны, и для них важно развитие. Становление личности в век информационных технологий. С таким многообещающим названием лекции выступил исполнительный директор группы компаний «Декорат» Джахар Адаев. Основной посыл, чтобы добиться успеха, необходимо поработать над душевным развитием. Суть она заключается в том, что я занимаюсь саморазвитием, работаю самоучка во всех своих проявлениях, хотя у меня получилось добиться определенного успеха, каждое направление у меня становилось именно путем самоучки. И на этом пути мне приходилось приобретать определенное количество навыков, прибегать к компетенциям, которые нужны были мне. И на этом пути самая тормозящая меня ситуация заключалась в том, что я пытался решить проблему, которая идет из самого меня, перекрыть компетенциями. Никто либо другой не может перекрыть компетенциями искривления, если у тебя самого нет исконно поднимающегося четкого стержня личности. Форум проходит под патронажем Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике. На первом мероприятии выступило 5 лекторов. Темы выступлений спикеров подобраны таким образом, чтобы начинающие бизнесмены имели возможность разобраться в нюансах своего нынешнего положения и определиться в дальнейших путях развития для достижения успеха. Рамзан Абуев, Сайдалиан Пукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.